Строительство школы в микрорайоне Прометей ведется в рамках проекта образования. Однако ввод объекта будет проходить под эгидой проекта «100 социальных объектов к столетию ЯССР». Сегодня, по словам представителей строительной компании, несмотря на все риски, связанные с санкциями, работы ведутся на опережение. И уже к концу года строительство будет завершено. В строительстве школы в основном ведутся уже все практически отделочные работы, сантехнические работы, вентиляционные работы. То есть они, в принципе, подходят уже всех к концу. И мы занимаемся уже практически полной отделкой. Я думаю, что до конца мая, середины июня эти работы все будут закончены. По поставке оборудования мы начнем монтировать и оборудование всех классов. В принципе, оно все заказано, оно уже все у нас идет в пути. Уже в следующем году в микрорайоне Прометей будет насчитываться 3145 квартир, большинство жителей которых так или иначе формируют семьи, как правило, с детьми. В теории школы на 990 мест может и не хватить, но если учитывать, что обучение здесь, как и везде, будет вестись в 2 смены, то пропускная способность учреждения увеличивается до 2000 и более. Но самое главное – это функционал и соответствие всем современным требованиям. Так, недавнее начало работы Малой академии наук в Хангаласском районе обозначило высокую планку для всех строящихся школ. Ведь не секрет, что учиться там мечтает, пожалуй, каждый якутский школьник. На это представители строительной компании отвечают. Такому уровню самая большая школа республики точно будет соответствовать, если не превышать. К примеру, по плану школы в отдельном крыле обустроены все помещения под культурно-массовые и спортивные мероприятия. Конкретно это большой спортивный зал площадью более 580 квадратных метров. Вполне возможно, что он станет площадкой не только для общего физического развития учащихся, но и площадкой для популяризации молодежного спорта в республике и организации различных спортивных мероприятий. Ну а здесь же, только уже на 2-м этаже, обустроен спортивный зал поменьше, площадью около 300 квадратных метров. Как говорится, все для удобства учеников. Но кроме спортивных залов в школе будет и отдельные актовые и танцевальные залы, театральная и даже оранжерея. Разумеется, по всем стандартам обустроят и территорию школы. По словам строителей, там будут расположены футбольные и баскетбольные площадки, место для отдыха учеников и так далее. Однако имеются и проблемы. Сегодня учреждение еще не сформировало штат специалистов. Неизвестен и формат обучения, то есть будет ли это школа, лицей или гимназия. Поэтому то, как скоро за порог нового здания ступят ученики, зависит уже не от строителей, а от Министерства и Управления образования. Сарглана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск.